Добрый день, поважанае спадарства. Гаворыць і паказвае Свабода. З вами празкі акцэнт. Я, Юрый Дракахруст, і мае калегі, удзельнікі нашай сённяшняй перадачы. Зміцер Панкавец, намеснік галоўнага рэдактара газеты «Наша Нива». Зміцер, прывітанне. Добрый день. І Дмітрый Балкунец, палітолог, выкладчык Вышэйшай школы эканомікі ў Маскве. Добрый день, Дмитрий. Да, день добрый. Спадарства, тэма, якую я прапаную абмеркаваць, гэта справа вагнераўцаў у Беларусі. Ці, можна сказаць так, каму выгадная справа вагнераўцаў у Беларусі. Вельмі шмат спрэчак, жорсткае супрацьстаянне паміж Менскам і Москвой з этой нагоды. Вельмі розныя меркаванні выказваюцца і ў Беларусі, і ў Расіі. Так вымалёўваюцца, дзве базавыя, скажем так, версіі, хаця таксама з падварыянтамі. Одна – это, что это напад, и другая версия, что это постановка, что это инсценировка. Зміцер Панкавец, якая версія вам бліжэй, чаму бліжэй, та ці іншая? Абедзве версіі маюць права на існаванне, але што б я хацеў бы найперш звярнуць увагу, што ў адрозненне ад нейкіх там джипаў, которые были на белорусско-украинской границе, пробачце, калі ласка, у 2017 годзе, ці доследнымі пацукамі, якія яшчэ ў 2006 годзе былі. Тут названы канкрэтныя асобы, канкрэтныя біяграфіі іх на ёсць, глядзіце, чытайце там на сайце Міратворца, дзе ў іншым месцы. Что это не люди, которые взяты просто со столей, неведомо откуда придуманные, и яны просто взяли их, выдумали из ниоткуда. Это конкретные люди, конкретные, они воевали в Украине, воевали в іншых местах, что добра вядома, что это подрыхтаваныя такие боевики, и мне на самом деле крыху незразумела, чаму многія у тым ліку недзяржаўныя беларускія СМІ пішуць гэтых баевікоў у двукосці. Гэтыя людзі сапраўды баевікі, давайте не будзем хаваць галаву ў пясок і рабіць выгляд, што нейкія такія прылесныя людзі, якія ехалі адпачываць у Турцыю. Не, гэта не так. Насамрэч, пытанняў таксама дастаткова шмат у гэтай справе, але бліжэй ўсё ж такі, что это наўрад ці была пастанова, людзі рэальныя, яны ёсць. Пытанне тое, ведалі пра іх спецслужбы, напэўна, ведалі. І калі ведалі, то чаму затрымлівалі менавіта зараз? Ці яны сапраўды рыхтавалі нейкія правакацыі, ці ўсё ж такі гэта пад момант было скарыстана КДБ і іншымі структурамі. Дмитрий, і ваша трактоўка гэтай сітуацыі. Вы таксама лічыце, магчымы і той ці іншы варыянт, ці вы ўсё ж такі больш схіляецеся да нейкага іншага? Скажем, іншага, чым той, што Зміцер. Я бы здесь привел сравнение с теми предвыборными кампаниями, которые были в прошлые годы, и каждый раз в этих кампаниях были боевики. Только они раньше были из Украины, Литвы и Польши, и потом исчезали после выборов. Сейчас они выбраны в качестве точки, откуда они приехали, это выборная Российской Федерации. Я кстати, вспомнил в начале июня, дату нашел, 9 июня Александр Лукашенко во время пресс-конференции какой-то сказал, следующим шагом оппозиции будет создание групп боевиков, попытки организовать побоище на площади, предупредил президент. И за 5 дней до поимки этих граждан Российской Федерации Лукашенко снова сказал, нам подбросят скоро боевиков, ГРУ и каких-то вагнеровцев и так далее. То есть он озвучил планы. И то, как это было сделано и выглядит, я больше склоняюсь к тому, что это откровенная провокация. Видимо, ребят этих реально выманили каким-то образом в Беларусь. Они, я предполагаю, действительно ехали транзитом в какую-то зону, где они дальше должны были охранять какие-то объекты по контрактам. И белорусские власти знали об этом, потому что это было, видимо, уже тропа, которая использовалась долгое время. И сейчас сознательно это было использовано, постановка, это провокация, я считаю это провокацией, для того, чтобы достичь нескольких целей. Первая цель – это, конечно,
постараться войти в переговорный процесс Российской Федерации с других позиций, потому что Лукашенко 2 раза уже заявлял, что он ждет звонка из Москвы, но пока звонка никакого нет публичного и вряд ли будет. Второй момент, он сейчас хочет, конечно, доказать на Западе о том, что есть реальное влияние Москвы на президентские выборы в Беларуси. Макей сейчас ведет переговоры с западными дипломатами и с посольствами ряда стран, или там через своих лоббистов, о том, чтобы не вводить санкции в отношении Беларуси в случае жесткого разгона митингов. И один из вариантов, как доказать, что разгон был на самом деле против вот этих вот там условно внешних сил, это постараться вот таким образом представить миру внешнее влияние якобы Российской Федерации. Я, кстати, еще обращу внимание, тем, кого задержали сейчас, их обвиняют в том, что они создали или были какой-то коалиции с Тихановским, с Николаем Статкевичем, и сейчас там даже приписывают, что всем этим дирижировал Виталий Шкляров, который приехал вообще к своей маме, которая больна, и он к ней приехал в гости навестить ее. И поэтому сейчас власти пытаются состряпать какую-то картинку, похожую на какой-то винегрет. Но думаю, что это все рассыпется после этих выборов. Думаю, что про этих вагнеровцев никто не вспомнит. Но я бы еще один момент добавил. Вот этих боевиков, я бы их реально в кавычках использовал, власти могут использовать для введения в стране чрезвычайного положения, Дмитрий, в случае обострения ситуации. Я вас перепыню, а чему у двукосі? Ну, потому что они же... В ваших вачах репутация этих людей – это просто шукальники пригодов и люди тяжкого лесу? Я не изучал их биографии, честно скажу, я ни одного из них не знаю. Почему боевиков? Потому что они, может быть, они где-то воевали, может быть, они просто как чоповцы были, как частное охранное предприятие, которое охраняет там какие-то объекты. И, то есть, например, в Донбассе. Вполне допускаю. Ну, тогда боевики или там наемники, как угодно. Но ну, давайте не будем без там, кавычек и так далее, но я реально их не знаю биографии, поэтому я их воспринимаю как боевиков, потому что власти белорусские хотят доказать, что они ехали в Беларусь для свержения Лукашенко. При этом никакого оружия не было, ничего нету. Кстати, я допускаю, что в ближайшие там какие-нибудь дни, как это было в прошлые годы, найдут какой-нибудь гараж, в котором были там какие-то гранаты и еще прочие вещи, необходимые там для какой-нибудь революции. Зміцер, ну вот то, что говорит Дмитрий, это не только он говорит, про это пишут незалежные СМИ, вот про какие вы, так сказать, пригадали. И сапраўды были и пацуки, были и джипы, и фрауа, и у дадзеным выпадку так, в принципе, як бы пригожая, но складывается як бы карта, бо вот як бы этих бойцов затрымліваюць, и после гэтага следчы комитет піша вельмі цікава, мне вельмі спадабалася. Яны могут быть звязаны со Статкевичем и Тихановским. Ну, здавалося б, як бы выказывать может быть, это можете вы, Дмитрий, я, а следчий комитет, по идее, ці яны в этом виноваты, ці яны в этом не виноваты. Ну, вот такие речи. Вас вот это коло аргументов ніяк не пераконвае? Ведаеце, фармулёўка следчага камітэта, я паглюся, она дастаткова такая маніпулятыўная, і яна прымушае думаць, што гэтыя баевікі сапраўды былі звязаны з Тихановскім і Статкевічем. Хаця, калі учытацца, то можна трактаваць вельмі па-рознаму гэтую заяву. І я думаю, што пасля следчы камітэт таксама можа адвярнуць гэта назад і зрабіць выгляд, што насамрэч все было не так. Яна такая вельмі двухсэнсоўная была заява. Што тычыцца баевікоў і прыкладаў іншых, ведаеце, я не ведаю прыкладаў, каб, вот як казаў Дмітрый, каб літоўцы ці палякі кудысьці пасылалі там сваіх баевікоў і гэткім чынам спрабавалі ўмешвацца ва ўнутраныя справы іншых краін, там, каб літоўцы там у латвійскія справы ўмешваліся, ці нешта такое. Прыкладаў таго, як Расія спрабуе ўмешацца ў ўнутраныя справы іншых краін, суседзяў сваіх у нас тут вышэй даху, як бы ведаеце, пачынаючы ад Украіны, не знаю, канчаючы Кыргызстанам. І гэтага ўсяго шмат, і все мы пра гэта ведаем. І таму казаць, што вот Расія такая белая пухната, і што вы, яна ні ў якім разе не можа ўмешвацца ў ўнутраныя справы Беларусі, ну это абсалютна вот просто, я не знаю, популізм і трызнянне, што ў любым выпадку у час нейкі такі каламутны, як зараз мы бачым, у час перамену, который таксама магчыма можа настаць, ясная справа, што Расія паспрабуе скарыстацца нейкай
магчымасцю, і я б не выключаў таких момантаў, як і з баевікамі. Зміцер, ну а вот ведаеце, вот я подумаў, дарэчы, вот уявіў сабе сітуацыю, да, вот уявіце сабе, улады в таких розных краінах, як скажем, Украина, Казахстан, Узбекистан. Вот улады паведамляюць напярэдадні важнай падзеі, скажем, там выборов, значит, что появились хлопцы з Вагнера. Вот якой была бы реакция либеральной публики, а тым больш нацыянальна мыслящей, нацыяналістычнай, ну, вядома. Вот я упэўнены, от Украины до Узбекистана была бы реакция такая: русские идут, зеленые человечки, мы ахвяра гибридной войны. Реакция значной частки нават нацыянальна мыслящей публики в Беларуси, а тем больше всей либеральной: да, бандиты, Вагнер. Почему? Чему? Ну, тут уже давно сказано, что это история волки-волки, что кричали уже волки и с Белым легионом, и с іншими справами, и веры тогда не было ніякой. Ну, аналогично и тут. Я так сама по-ранейшему не выключаю такой магчымасці, что это была некая, все-таки это может быть некая провокация. Але откидывать имоверность умешання у справы я тут ніяким чином не могу. До речі, я пару слов хотел бы сказать, напевно, про силовиков и про один и добрый момент у этой справе, який я бачу. Коли глядять заявы наших силовиков, там, починаючи Наскевича, Ралкова, Вакульчика, что фактично гэтай справы, ну, яны вельмі моцна адсякаюць сябе ад России. Я не ведаю, гэта па іхнай уласнай ініцыятыве гэта робяць, это загад Лукашэнкі, ну, але гэта у любым выпадку вельмі, можна сказаць, адзіны пазітыўны момант, адзіны пазітыўны сігнал з гэтай справы баевікоў. Думаете, отсекают? Мне здаецца, відавочна. Дмитрий, вы думаете, отсекают? Ну, по крайней мере, есть такой некоторый, да, сюжет, что они как бы не к России принадлежат, а каким-то группам, условно там такой, может быть, подается сюжет, что это какие-то олигархи или какой-то заговор каких-то граждан России, которые направили вот эту группу якобы для дестабилизации ситуации в Беларуси, при этом они, как мы видим, безоружные ребята. И когда я посмотрел кадры их захвата, когда вырывается группа Альфа, по-моему, там их захватывала с телекамерой, проходит там несколько секунд, и те, кто лежит на кроватях, они даже не шелохнулись. У меня такое впечатление, что они, ну, если к вам кто-то ворвется в комнату, и вы, наверное, какое-то движение сделаете, рефлекс какой-то будет. А эти лежат, как лежали, так и лежат. Я думаю, что это была заготовка и подготовленный сценарий. И я бы еще добавил 2 эпизода, как они поселились в гостиницах. Одна гостиница, которая ИББ, по-моему, или как она называется, которая принадлежит немецкой, ИББ, которая принадлежит немецкой стороне, и насколько я узнал у ребят, которые там проводили ранее какие-то мероприятия, у них всегда запрашивали полную программу всех семинаров и каких-то там активностей, которые они делали, без этого туда поселиться невозможно. И потом они переезжают в Белорусочку, которая принадлежит Федерации профсоюзов Беларуси. Вряд ли ребята, которые бы планировали какие-то подобные провокации, селились бы в таких вот местах явно видимых, и более того, группой. Наверное, они бы как-то там разбежались по каким-то отдельным точкам, как-то там прятались, но не ходили бы явно строем и так далее, и не вызывали бы подозрения. Самое главное, о чем говорит сейчас белорусское телевидение. Поэтому я наблюдаю, что это скорее больше похоже на постановку, даже еще учитывая, как это подавалось в день их задержания. Зная, как работают белорусские телеканалы, вот так вот быстро, синхронно это все подать, уже там готовые заготовки, это слишком очень спланировано было. Дмитрий, а вот то, что вы кажете без зброи, а не больше, як бы, таки реалистичный вариант, ну, коли все-таки это не постановка, что яны просто заехали на рекогносцировку, они ехали без зброи. Магчыма, яны меркавали вот в этот день улететь куда-то, а потом вернуться, ці, магчыма, вернулись бы зусім іншие, уже со зброей, в день Че, як кажут в России. Так вот, такая интерпретация вам не подобается? Вы не сгодны с ней? Россия меньше всего сегодня заинтересована в каком-то Майдане дестабилизации в Беларуси. Учитывая, что есть Дальний Восток, который сейчас бурлит, и получить еще одну горячую точку на западных рубежах, вот это я вам скажу, что Москва будет первой защищать Лукашенко от того, чтобы он не упал и ничего с ним не случилось.
Дміцер, вот як вы глядите вот в этой ситуации, як бы ввогуле могут быть тут какие-то факты, какие-то як бы детали ситуации, которые бы отстояли ту ці іншую политику. Бо, ведаете, у меня такое вот отчувание, что мы трапляем в какой-то такой лабиринт адлюстрования, да, лабиринт отражения, в котором все запутываются. Ну, умовно кажучи, кажут. Вот у них уже были квитки. Ага, так это они специально купили квитки. И у них же был квиток на один рейс, а они как бы эти квитки сдали, поехали на інший. То, что они приехали, значит, это самое открыто, а может, это такая маскировка и есть, как бы, где лепш сховаться лепш в натоўпе. Ну і гэтак далей. То есть на кожны аргумент заўсёды есть контраргумент. Тым больш, што мы з вами, ну, як бы не спецыялісты, як людзі этой прафесіі ввогуле як бы дзейнічаюць, як яны, як бы, скажем, ездзяць ввогуле за межы сваёй краіны. Вот я бы сказал так, может быть какой-то факт, які бы, скажем, вас переубедил. Те, наоборот, вы бы сказали, вот раз этот факт есть, я маю рацию. Вы можете что-нибудь такое сказать? Не, я думаю, как и Дмитрий, так само, и я не могу сказать, что нечто есть пэўнае, абсолютно. Спрабавалі даведацца, што людзі кажуць, што Беларусь не выкарыстоўвалася як хаб, іншыя кажуць, што выкарыстоўвалася. Тут абсолютно цяжка нешта прадказаць, сказаць. Вот нават з тым гасцініцай беларусачкай, якую вот узгадваў Дмітрий. Господи, ну прабачце, тут у Беларусі дзе не паселішся, это будзе ці Федэрацыя прафсаюзаў Беларусі, ці там, я не знаю, там кіраўніцтва справамі прэзідэнтаў, ці штосьці яшчэ. І вот просто рабіць выснову на таго, што яны пасяліліся ў гасцініцы беларусачка, што это насамрэч правакацыя, ну это просто нейкая, я не знаю, абсолютный парадокс. 100 баксов заплатили администратору и, так сказать, все проблемы. Что в Беларуси, что в России, да, а на что им было платить за это 100 баксов? На что? Ну вот, что они поселились у белорусов. Что вы думаете, у іншых вот гостиницы КДБ их не проверить, когда они заселятся там у некую приватную гостиницу, ці что? Ну вот я не разумею вот этой логики, за этой белорусочкой. И когда это постановка, то что, и это люди не рухались, то что, им выходят, заплатили, и они вот там вот лежали под камерами, не рухаючися там за 200 баксов, и что, Дмитрий, як это вот разуметь, что эта постановка была той, что они не рухались? Дмитрий? Да, но я наблюдал постановку, если вы помните, в 2018 году, которую крутили по белорусским телеканалам, джипа, который прорвался из Украины с боевиками, с оружием и с прочими там боеприпасами для свержения чуть ли не Лукашенко. Поэтому тогда тоже говорили, что это не постановка, что это все так и есть. Потом получили ноту протеста из Киева, и на этом все заглохло, а потом про боевиков вообще забыли и дело закрыли. И до сих пор КГБ так и не отчиталось, чем же все закончилось. Ну, поэтому я предполагаю... Никто не бачил, этих боевиков все бачат зараз. Это твары, Дмитрий, ну а потом, ведаете, вот мне пришла в голову такая метафоричная как бы ситуация, да, вот уявите себе, что, скажем, медвежатник, рецидивист, да, специалист по взлому сейфов, вот крутился, вертелся каля банку чарговага, якія в хуткім часе завязуць грошы. Ну вот в этой ситуации казаць, что он чисты як агнец, ну вот мне бы, напрыклад, было складана. Нават калі б вся фактура была про тое, что ён просто там побач ішоў, можа іншы банк там в Турции, скажем, апрабаваць, вот, але вот ну, как бы вот репутация этого человека, ну, как бы вот мне, например, не дозволяла бы сказать, не, он просто шел мимо. А вам это дозволяет? Ці у вас іншая трактовка, так сказать, вот этих вагнеровцев? Ну, про банк, кстати, вы хорошее сравнение сделали, потому что накануне за 1,5-2 месяца как раз белорусские власти захватили банк, который принадлежит российскому капиталу, и обвинили Виктора Бабарика в том, что он там чуть ли не главный бандит Беларуси сегодня является. За 1,5 недели нарисовали дело.
что он отмывал деньги и прочее, прочее. То есть это все последовательность, цепочка событий, которая начиналась, наверное, с начала мая, когда Лукашенко первый раз выгнал российских журналистов Первого канала, потом случился банк, обвинение в том, что «Газпром» вмешивается в выборы президентские, потом обвинение там Дерипаски, еще каких-то лиц, что они вмешиваются в выборы президентские в Беларуси. И, видимо, слишком мало было аргументов, и решили, вот, на мой взгляд, выбрать вот такой путь, сценарий. При этом отмечу, Александр Лукашенко сказал, по-моему, в интервью, дословно могу не точно процитировать, но он сказал, что всегда согласовывались визиты бывших военнослужащих в Беларусь. То есть, если военнослужащие, даже бывшие, приезжают в санаторий отдохнуть в Беларуси, с кем они должны согласовывать свою поездку? Я такого не знаю, что они должны с кем-то что-то согласовывать. Пусть там группа, не группа и так далее. То есть, получается, какие-то новые правила игры даже вводятся. Поэтому я предполагаю, что это, еще раз подчеркну, вот моя позиция, я искренне убежден, что Россия вообще не заинтересована в дестабилизации в Беларуси, ни в каких Майданах. Это я вам говорю как человек, который присутствовал на некоторых и многих там экспертных совещаниях в Москве с участием российских политиков, политологов. И это абсолютно четкая позиция, что пусть там произойдет вот само как-нибудь, но вмешиваться туда нет. И если будет что-то происходить, то помогать Лукашенко максимально. Мы это наблюдаем многие годы. И тем более, когда сейчас, можно сказать, бурлит Дальний Восток, Хабаровск, Россия тем более не заинтересована в том, чтобы в Беларуси пришел кто-то, кого вообще Россия не знает. Поэтому я исключаю варианты, что Россия хотела бы или там планировала какие-то вот такого рода провокации. Кстати, замечу, что президентские выборы в Беларуси российские федеральные каналы телевизионные практически не освещали. Я практически не помню ни одного выпуска. Вот вчера какой-то был, меня позвали, я не хотел, но я сходил туда. И ну, вот зараз Соловьев, сдается, что-то осветлял. Ну и причем я замечу, осветлял как. Они хвалили Лукашенко, я один бился против него, и меня вырезали из эфира. Ну вот вам освещение. Дмитрий, а вот такое у меня питание, на ваш погляд. Их выпустят до 9-го? Нет. Я думаю, нет. Я думаю, после 9-го выпустят. Еще потребуется. А магчимость, что кого-то выдадут Украине? Меньше 50%. То есть я думаю, что это будет предмет торга, и торга экономического, возможно, скорее политического торга. Поэтому думаю, что Украине нет, это просто шантаж такого рода. Змитер, а як ви лічите, до 9-го видадуть їх? Відавочна ні. Ніколи до 9-го не відпустять. Це буде в ранейшем використовуватися як така карта, достатково моцная у очах Александра Лукашенки. Хотя, насамрэч, по-моему, громадство на это, ну, трошку пляваць, по-моему, у сувязі з этой кампанією. Буде використовуватися як моцная карта, і Лукашенко буде ціснуть, державні канали будуть ціснуть, показують з цих бойовиків. Але от поглядіться на от той день, на наступний день Тихановская провела митинг у Минску, там собралось 60 тысяч человек, и людям на этих боевиков оказалось, ну, абсолютно пофиг. Змитер, а вот у меня такой, может, гипотетичный вариант, да, но вот, может и не такие, особливо, коли вы ободва сказали, что их до 9-го не выпустят. Что 9-го штосьці адбываецца, и, магчыма, не только в Минску. Вот. И, скажем, из Москвы, например, спадару Караеву, телефонуют и кажут, а вы знаете, а может быть, вам с народом побыть там? Это не просто говорится вот так, а на фоне, в контексте того, что на улицах тысячи. И плюс отбывается такой звоночек. Это магчыма? З Москвы мне вельмі хацелася, каб это было немагчыма. Я думаю, што магчыма хутчэй, ведаеце, што Караеву патэлефануе там нейкі іншы уплывовы чалавек у Беларусі. Ну, я не ведаю. Калі я буду называць прозвішчы, то это будзе, может быть, расцэнена. Неважно, можа не Караеву, неважно. Да, там тэлефануе нейкі іншы уплывовы у Беларусі чалавек. Это як бы механизм особный, а я менавіта про звоночек с Москвы, который может в этой ситуации оказаться соломинкой, которая может и поломать хребет верблюда. Ну, я не думаю, что в Москву такое магчыма, и я не думаю, что Караев будет прислуховываться звонков из Москвы. Дмитрий?
Я думаю, что немножко переоцениваете роль Москвы в этих процессах, и думаю, что на такой звонок Караев никак не отреагирует. Вот я более поддерживаю позицию, что если будут такие звонки, то это будет изнутри Беларуси звонки, когда часть элиты и раскол, который возможен в белорусской элите, и он может действительно сломать хребет режиму. В том числе раскол в среде бизнеса, который приближен к Александру Лукашенко, и раскол среди силовиков, потому что всегда в революционные периоды большую скрипку и первую скрипку, наверное, играли часто силовые башни или блоки, как их там можно называть, которые меняли свою быструю ориентацию. Так же было в СССР, когда он рушился, так и было в других режимах, странах, где происходили революции, как было в Румынии, кстати говоря. Поэтому то, что Лукашенко сейчас устраивает вот эти вот истории с боевиками или там захватом и так далее людей, арестами вот банкира и так далее, это все цепочка его предвыборной кампании, которую он построил на антироссийской риторике, и кампании, которую он проигрывает, очевидно, по там, даже визуальному наблюдению того, что происходит в белорусских городах. И в этих условиях ему необходимо создать образ врагов, которые мешают ему переизбраться, а в случае ЧП ввести в стране реально чрезвычайное положение, например, после закрытия избирательных участков. Кстати, один из вариантов, который действительно рассматривается, по крайней мере, один из штабов, с которым я общался, они мне говорили, что один из вариантов, который рассматривается, это введение и отмена выборов в Беларуси, введение чрезвычайного положения. Но я больше склоняюсь, что ЧП, если будет вводить, то после закрытия избирательных участков, чтобы люди никуда не выходили. Зміцер, а вот як вы лічыце, як бы, хто в этой ситуации вот цяпер выйграе? Так, можна казаць, да, Лукашенко там вот, значит, нешта такое зладзіў, што ён там робіць памылкі, ну, на чысці погляд это памылка, а на чысці погляд, можа быць, і не памылка. Можа, вот, калі вы маеце рацыю, калі сапраўды такія планы там былі, он паказаў зубы, он паказаў дастатковую эфектыўнасць беларускай дзяржаўнай машыны, што яна як бы не разбегаецца, а трымае удар. Вот. И, может быть, он выиграл эту ситуацию. Ну вот, Дмитрию, скажем, это не подобается, там, Путину не подобается, а белорусам уже подобается, в душе. Тут такая ситуация, нават калі гэта, яшчэ раз повторюся, нават калі это сапраўды былі боевики, якія тут рыхтавалі, я не знаю. Может быть, мы разглядаем один вариант, что это боевики рыхтавалі только то, как звергать Лукашенко, а может быть, это боевики, калі это были сапраўдныя люди, может, они наоборот приехали как-то допомагать ему заставаться в владзе. Может быть, они как раз таки и думали, что вот Караев, может быть, дрогнет, а вот мы не дрогнем. А Лукашенко, як Макіавелі, просто зманіпуляваў іх іміджам, што вельмі цікава. Ведаеце, тут не тое, што зманіпуляваў. Лукашенко, напэўна, непрыемна самой сітуацыі знаходжання, што знаходзяцца людзі, якія не падкантрольныя яму з сілавога блоку ў краіне, нават калі яны будуць падтрымліваць яго. Але ситуация такая, что за этими президентскими выборами, она такая, что Лукашенко не рабіў, ён не выйграе нідзе. Нават калі тут сапраўды это боевики окажутся сапраўднымі, это ніяк не паўплывае на ягоны рэйтынг. І ніхто не падумае, о, мужик, малайчына, затрымаў тут вот этих головорезов. И Лукашенко проиграет эту кампанию. Вот Дмитрий так сказал крыху манипулятивную фразу, что Лукашенко побудовал эту кампанию антироссийскую, и тому он ее проиграет. Не тому, там не было слова тому, и он ее проиграет. А Лукашенко не проиграет кампанию, потому что он антироссийскую кампанию побудовал. И он достает просто потому, что он достал людей. Все, Нет, это не связанные вещи. Я к тому, что он кампанию вообще построил. Это параллельные вещи, они не связаны между собой. Тут нет, связи как бы прямой нету. Добра, дзякуй вялікі, паважанае гаспадарства, дзякуй, Дмітрий, дзякуй, Зміцер. Думаю, што, можа быць, мы яшчэ не апошні раз з вами абмяркуем гэтыя і іншыя сюжэты. Дзякуй, всяго найлепшага. Дзякуй. Да пабачэння. Да пабачэння.